Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы очень рады, что вы выбрали обучение в магистратуре. Ждем вас и надеемся на успешную сдачу вступительных экзаменов и наше дальнейшее сотрудничество. Магистратура религии и духовная безопасность в истории общества и государства была открыта в 2014 году и успешно функционирует сегодня. Форма сдачи дистанционная, вид экзамена тестирование. Общее количество вопросов представлено к вашему тестированию 25. Содержание тестов охватывает период с 9 века по современность, то есть полностью по программе школьного предмета «История». Первый период охватывает, как вы видите, с 9 по 17 век, дальше 18, 19, 20 и современная Россия. Для поступающих с ограниченными возможностями, время увеличивается на 1,5 часа. Одна попытка, минимальное количество баллов 50, максимальное количество баллов 100. Я думаю, что сегодня, в общем-то, интерес к гуманитарным дисциплинам не случайен, и он позволяет нам, в общем-то, иметь достаточно хороший уровень подготовки. Дистанционная форма сдачи. Что это значит? Первый вход через логин и пароль, отправленный на электронную почту, смотрите папку «Спам». Второе. Последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Третья позиция, которую необходимо вам учитывать. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. И четвертое. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Экзамен предполагает одну попытку. Все подробности, детали вступительной кампании вы можете подчеркнуть на сайте приемной комиссии, который сейчас на экране. Хотелось бы обратить ваше внимание на расписание вступительных испытаний, поскольку, чтобы не опоздать и вовремя выполнить весь алгоритм вступительной кампании. Как вы видите, до 6 числа, консультация. Для тех, кто подал с первых чисел с 20 июня по 6 августа, тестирование 9 августа, резерв 17 августа, время с 10 в первом случае до 22, во втором 17 августа с 10 до 17. Для тех, кто подаст документы позже, то есть уже после 6 числа, соответственно, тестирование будет 15 августа с 10 до 22 и 21 резервный день с 10 до 17. Очень важно войти именно в этот хронологический временной промежуток. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Конечно, вы должны ознакомиться с программой. Все программы магистерские вывешены на сайте приемной комиссии, вы сможете ознакомиться. 6, как я сказала, в консультационные дни подготовить свои вопросы. Вопросы можно задать и раньше. В конце нашей презентации будут указаны адреса, по которым вы можете написать свои вопросы, с тем, чтобы заранее иметь возможность ориентироваться непосредственно в материале. В данном случае вам представлена программа вступительных испытаний по магистратуре религии и духовная безопасность в истории общества и государства. Не приходится сегодня говорить об актуальности этого направления, поскольку мы сегодня ежедневно сталкиваемся с проблемами в этой области. И вступление нашей страны в новую страницу религиоведческого образования сегодня имеет очень большую актуальность, поскольку грамотное разрешение многих сложных вопросов, понимание всех процессов, которые случаются в этой сфере, очень важны с тем, чтобы правильно ориентироваться, выстраивать грамотно политику, свое поведение частное и так далее. Вы видите, что здесь в программе вступительных экзаменов обозначены непосредственно и сам алгоритм, как будет проходить этот экзамен, перечень требований,
вот непосредственно, и сама программа. Я думаю, что все вы успешно ориентируетесь в компьютерных технологиях, поэтому думаю, что проблем у вас с этим не будет. Как правило, в содержании вопросов выделены самые крупные блоки, которые позволяют вам ориентироваться в историческом процессе, в хронологии истории. Вот. Для нас важно понимание вами причинно-следственных связей, наиболее важных дат в истории страны, наиболее ярких личностей, которые повлияли на развитие исторического процесса. Поэтому здесь как бы скомпонована программа именно по самым актуальным проблемам. В качестве примерных заданий тестового варианта, формата, ну, я думаю, что здесь в основном представлены вопросы выбора одного или нескольких правильных ответов из предложенных вариантов. Ну вот, например, вы видите, первый царь в русском государстве с 1547 года. Да, я думаю, что вы сразу увидите третью позицию, это однозначно. Да? Вот. Или боярский русский род, положив начало новой династии русских царей. Понятно, что вы знаете, династия Рюриковича в 1613 году сменяется непосредственно новой династией, которая будет править до конца практически первой четверти, ну, до 1917 года. Да, это, конечно, Романовы. Здесь тоже уже это все вопросы на слуху. Ну, третий вопрос, например, в годы Первой мировой войны, кто являлся союзниками России? Здесь тоже однозначно не Германия и Англия, не Германия и Франция, не Германия и Турция, а, конечно, Англия и Франция. Вот. Ну, может быть, некоторые затруднения выберет вот четвертый предложенный как бы примерный тест, поскольку на это как-то обычно не обращают внимания. А в данном случае выбрана личность, которая действительно определяла во многом политическую картину страны в 22 году тоже. И когда впервые появляется новая практически должность, на которую эта личность была избрана, конечно. То есть в 22 году Сталин был избран на должность впервые генерального секретаря ЦК РКПБ. Вот. Для нас это важно, поскольку функционал этой личности сразу определяется и должностью. Ну, в последние годы очень много было материала, информации по Великой Отечественной войне, и недавно мы ответили многие события, и трагическое событие 22 июня, и юбилейную, и значит, дату начала Великой Отечественной войны и окончания. Поэтому здесь вот самое крупное сражение, я думаю, тоже из школьной программы, это очень много уделяется там этому внимания, и сейчас много материалов визуальных в интернете, это, конечно, Прохоровка. Ну вот, то есть, я думаю, видите, что здесь в основном указаны ключевые события, и здесь, в общем-то, как бы нет таких особых детализирующих моментов, которые могут как бы абитуриента немножечко сбить с толку. Тем более после перерыва, после школы и так далее, когда поступают в магистратуру. Что можно использовать в качестве подготовки? Ну вот на слайде приведены основные пособия последних лет, по которым практически в вузах идет обучение, которые рекомендуются студентам. Я думаю, они абсолютно доступны, они присутствуют и в электронном варианте, здесь тоже нет проблем с ними ознакомиться. Пусть вас не пугает достаточно дробное описание в программе. Еще раз говорю, в основном все тесты, они практически затрагивают ключевые события. А программа для того, чтобы человек мог, в общем-то, более уверенно себя чувствовать и ориентироваться в каждом периоде историческом. Поэтому школьный уровень программы, он, в общем-то, позволяет здесь уже накладывать следующий уровень образования, магистерский, потому что нам это важно для изучения вот этого раздела о том, как функционировало государство, как развивались религиозные течения, которые тоже оказывали на политическое развитие страны большое влияние. Поэтому я думаю, что здесь
нет проблем. Вы можете увидеть еще на сайте университета презентацию нашей магистерской программы в целом, где обозначены цели, задачи, где можно работать и так далее. Сегодня у нас идет речь о консультации по предмету. Для того, чтобы, в общем-то, своевременно задать вопрос, мы выставляем вам вот такие контакты, по которым вы сможете связаться и задать свой вопрос, написать. Я специально даю почту, потому что по телефону можно не дозвониться, а почта всегда, она прочитывается и не один раз в день, и поэтому достаточно будет с тем, чтобы вы могли своевременно задать вопрос и снять какие-то проблемы. Еще раз говорю, значит, если что-то вы не успеете написать, то вот к дню консультации, пожалуйста, убедительная просьба, значит, написать свой вопрос с тем, чтобы можно было вам помочь сориентироваться. Итак, я напоминаю, у нас 6 августа с вами консультация, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, и мы ждем ваших вопросов. Спасибо за внимание. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест.
Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.